Долго нам еще сидеть без нормального света? Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, вот почему до сих пор не могут достроить Рагунскую ГЭС. Подписывайтесь на наши обновления и точно будете в курсе всего самого интересного. Азиатский банк развития заинтересован в завершении строительства Рагунской ГЭС, заявила постоянный представитель АБР в Таджикистане Шени Кэмпбелл 22 февраля на встрече с журналистами в Душанбе. По ее словам, правительство Таджикистана в конце минувшего года инициировало встречу с международными донорами, где обсуждался вопрос о финансировании Рагунского проекта. Это, в общем-то, очень серьезное событие, и, наконец-то, Таджикистан в большей степени, что ли, сможет развивать свой громадный гидроэнергетический потенциал. Все-таки 8-е место в мире по гидропотенциалу, это серьезно. И, в общем-то, в стране-то особо больше, мало что есть. Немного ископаемых полезных, горючих и прочее. Поэтому, конечно, для него электроэнергия – это, в общем-то, один из вариантов, так сказать, выхода куда-то. Необходимость финансовой поддержки проекта международными донорами постпред АБР объяснила нехваткой государственных средств для дальнейшего строительства этого объекта, а также высвобождением бюджетных средств, которые могли бы быть направлены на другие приоритетные нужды. Важность Рагуна для экономики Таджикистана Шени Кэмпбелл обосновывает тем, что в будущем данная станция станет дополнительным источником дохода для республики. Однако, отметила она, исходя из проведенных Всемирным банком исследований, существует все еще много вопросов, связанных с Рагунским проектом. На некоторые доноры должны получить ответы, прежде чем вкладывать средства в этот проект. Таким вопросом Шени Кэмпбелл причислила вопросы закупок, обеспечения защитных мер и нахождения рынка сбыта электроэнергии. При этом она подчеркнула, что АБР уже оказывает опосредованную помощь для реализации в будущем производимой Рагуном электроэнергии. Постпред АБР пояснила, что предоставляется финансовая помощь для присоединения электроэнергетической системы республики к Центральноазиатскому кольцу, посредством которого будут дополнительные возможности продажи излишек электричества. А как вы относитесь к тому, что у нас строится Рагунская ГЭС, но по факту Таджикистан не может ответить на основные вопросы, которые нужны для кредиторов? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Я, в общем-то, рад за таджикских товарищей, которые, в общем, наконец-то смогли это сделать. А если говорить о внутренних, об отраслях экономики самого Таджикистана, на ваш взгляд, после полного запуска ГЭС, какие отрасли экономики должны в первую очередь получить эту электроэнергию? То есть с чего начинать? Естественно, энергоемкие. Это алюминиевая промышленность. Потом, в принципе, там же рядом Афганистан с достаточно крупными ресурсами алюминия, рудных материалов. И туда должна прийти эта электроэнергия. Напомним, в настоящее время Рагунский проект финансируется исключительно за счет государственных средств, которых не хватает для планомерной достройки объекта. По данным Минфина, в 2022 году на эти цели будет направлено примерно 2,5 миллиарда самани. С начала достройки с 2008 года до текущего года на достройку Рагунской ГЭС было потрачено 37,7 миллиарда самани. На данный момент работают 2 гидроагрегата Рагуна. В целом планируется установить в машинном зале станции 6 агрегатов, проектная мощность каждого из которых составит 600 мегаватт. Ожидается, что строительство станции будет полностью завершено к 2033 году. А как вы относитесь к таким цифрам и к таким годам? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!